Друзья, мы рады вас приветствовать на канале Якутия-24. Это проект «Испытано на себе». И сегодня, так как рядом со мной сейчас Николай Петров, это видеограф, оператор дрона, то есть занимается фото-видеосъемкой, очень творческий человек. Поэтому сегодня у нас будет выпуск про съемку. Так как мы живем в Якутии, и сейчас уже достаточно морозно на улице, ну не так холодно, как, конечно, в основную зиму, сейчас где-то около минус 30, вот сегодня днем, мы, тем не менее, едем попробовать отснять интересный момент. Это паромная переправа, которая до сих пор работает в сопровождении ледокола. Думаю, будут очень интересные кадры. Нам главное успеть до отплытия ледокола в сторону Нижнего Пестяха вместе с паромом. Ну а рейс производится только один раз в день. И, соответственно, паром загружается, делает рейс не так, как летом, да, каждый час, каждые полчаса, а только один раз в день. Вот. Ну, Николай готов, это его уже второй выезд. Да? За неделю. За неделю. Первый выезд был немножко неудачный, чуть-чуть не успели. Но... Буквально чуть-чуть в прошлый раз не успели, когда вот снимали. Он отплыл, когда мы только-только вот подъезжали, получается. Вот, а в этот раз мы выехали уже чуть пораньше, на 2 часа раньше. И должны успеть. Вот, паром отходит в районе поселка Жатай. Я сам ни разу там не был, но Николай уже знает дорогу, поэтому, думаю, покажет. Пишем. Так, вот будем готовить дрон. Так, в прошлый раз я флешку забыл, кстати. Флешки есть. Мы сейчас подъехали к паромной переправе. Здесь видно, как работает ледокол. Ледокол находится вон там. Он разбивает, готовит участок реки для того, чтобы паром хорошо, наверное, стартанул. Ну, это я так думаю. Вот, он в течение 20 минут, 30, пока мы здесь, он ходит зад-вперед. Машины еще не загружаются, они стоят, ждут погрузку на паром. Вот. Ну, у нас, я думаю, еще есть время, но Николай хочет испробовать FPV-дрон. FPV-дрон — это очень скоростной небольшой дрон, который снимает очень динамичные кадры. Ну и плюс FPV то, что у него управление очень отзывчивое. Сигнал на него приходит очень медленно, очень быстро, как бы микросекунды. И за счет этого можно подлетать к объектам ближе. Че? Че там? Что-то пошло не так. Что-то пошло не по плану. Че не нравится? Че не нравится? Не прикрутил? Это не вставляй, пожалуйста. Интересно говорю. Перепутал? Перепутал винты. Это точно ставишь. Тебя шантажировать этим? Да. Вот. Руслан меня отвлек. Да. С кем не бывает. Так, сейчас перезагружаем. Ну а сейчас, друзья, FPV-дрон взлетел, и вы можете насладиться кадрами, которые снимает Николай, и оценить вот эту динамику. Очень достаточно необычные кадры можно достичь с помощью FPV-дрона.
Ну, как видите, в зимних условиях оператор дрона сидит в автомобиле, на улице минус 30, напоминаю. Этот дрон у тебя утеплен тоже, да? Этот, да, утеплен. FPV дрон. Ну, они все утепляются. Соответственно, Николай, он сертифицированный оператор дрона, и все дроны у него зарегистрированы. То есть полет в данной местности он разрешен. И сейчас, как видите, на нем такие вот виртуальные очки. Так, и в руках у него вот такой вот пульт. Обратите внимание, как он держит руки на джойстиках двумя пальцами для того, чтобы хорошо контролировать дрон. Лечу обратно. А садиться будешь на капот? Нет, на руки, наверное, возьмем. Ага. После первого полета смотрим. На винтах вроде иния нету. Можно сделать второй полет. Да, можно сделать второй полет. А, ты же еще через пар пролетаешь, да? Да, ну я вот этот раз на через пар не летал. Так, сейчас Николай сделает второй вылет в сторону парома, чтобы запечатлеть его, как он стоит на стоянке. Возможно, уже идет погрузка автомобилей. Так быстро взлетает. Сейчас посмотрим, если будет возможность по состоянию дрона. Я тоже попробую полетать на FPV дроне. Но только вот в тестовом режиме. Также вот у Николая на компьютере я пробовал. Ну, надо сказать, что это очень сложно. Ух ты! Круто. Смотри, пока сними очки. Смотри. Ага, смотри. Ниже отсюда, ниже этой части, получается, он идет вниз. Вниз, а выше, Ага. выше. Выше. Ага. Просто видишь, тут поставил управление как на мавике, Мгм. но тут видишь, вот эта гашетка, А, она зафиксирует, фиксируется, короче, обратно нет оттяги. Так, а это лево-право также, да? Да, лево, право также. А вот это поворачивается вокруг оси, да? Да, Левая. да. Так же, как и на мавике. О, машину вижу. Так, камера же тут не опускается. Опускается. Чем? Слева есть. Вот это? Да, вот она, под большим пальцем. Ага. Так, сделаем. Ну, хотя бы так. Облет. Там же ничего не мешает мне. Это где я тебя просто потерял? Я слева. Сейчас. Ага. Не, я слишком высоко. Ага. Не будем рисковать. Ага. Вау, круто. Батарейки, так, где датчик? 37%. Ага. Ну ладно, хватит. Сейчас чуть в сторону реки. Камеру поднимем. Но в таком режиме не все дается, да? Поснимать. Ага. Нет этого. Но в целом, как бы, можно, да? Да, ты в таком режиме ты можешь этот дрон почувствовать. Типа. Его, кстати, колбасит, да? Вот, то есть у него в целом не настолько стаб работает, да, хорошо? Ага. Так, я вот сейчас пробую подлететь. Сейчас увидишь перед машиной. Вижу. Стоп. Видишь, да? Вижу. Так. И home point он показывает прямо... Да, куда? Куда летать? И в целом тоже фиксируется хорошо. Ага. Ну, ты заметь, управление очень,
Что такое? 2,3 метра. У него датчики тоже работают? Да, впереди нижние датчики. Все. Так. Я думаю, достаточно. Или еще полетать? Задним ходом. Сзади ничего нет же, да? Сзади ничего нет. Ага. Аж голова Ты крутится. назад летишь, да? Он куда-то Я в бок полетел? задом полетел. Ага. Он как-то в бок полетел. Назад в бок. Ага. Низкий заряд аккумулятора. Авторетерн через 7 секунд. Ага, дай-ка. Так, на. Спасибо. Надо тебе очки? Нет. Такой вот необычный опыт. Хочешь поймать? Давай. Батарейку чуть. Взял. Вот, сегодня полное знакомство практически с FPV-дроном. Ну, как видите, очень юркая, очень быстрая модель. И, батареек тоже чуть меньше хватает, да? Да. За счет мощности. В режиме, который ты летал, минут 20 где-то. А на этом я могу за 5-6 минут все истратить. То есть от 5 минут до 20 минут можно, в зависимости от того, как вы летите. Испытано на себе. Сейчас возвращается ледокол. Скорее всего, когда он подойдет к парому, они вместе в паре пойдут дальше. А сейчас он издалека возвращается, сделав такую, расчистив ото льда, взломав лед, и возвращается обратно. Я думаю, что должна получиться интересная картинка. Как это часто бывает, сейчас уже достаточно темно становится на улице для того, чтобы снимать на квадрокоптер. Мы видим, что ледокол постоянно чистит реку ото льда, но сам паром даже не загружается. Он в целом никаких изменений, поэтому решили просто поснимать красивые кадры самого ледокола. Вот сейчас он включил фонари, ходовые огни, и достаточно красиво выглядит в паре. Пар поднимается от воды, и выглядит это достаточно эпично. Поэтому сейчас Николай достает большой дрон. Подожди. Смотри, там винт. Сумку положу. Это Inspire 2. Вот это да. Он сейчас уедет, кстати. Надо было там снимать.
Быстрее! Ну, смотрите, вот на холоде как у нас падает давление на батарейках, ну, вольтаж имеется в виду. Красный — это плохо, по идее очень плохо. Он может упасть. Ого. Видишь? Температура 10 градусов. Да. А сколько нам еще? До нас еще километров 300. Вот фары я включил. Угу. Вот, может помигать даже. Включил, выключил. Маячок. Вот сейчас ориентируемся на него. Не, ну как бы Километр 100. можем вот так вот включить. Вот как мы летали. Сегодня у нас, в принципе, такая достаточно интересная поездка получилась. Мы, конечно, не все выполнили. Хотели запечатлеть, как идет паром в сопровождении ледокола. Ну, в целом, я думаю, тоже кадры вам понравились, интересные. Как двигается ледокол в это время года. И в целом, видимо, паром, скорее всего, будет набирать машины и завтра пойдет. Может быть, какая-то техническая причина. Но в целом машины там, в принципе, стоят в очереди. И причем к нам и легковые машины подъезжали, спрашивали, где находится паромная переправа. Вот. Осталось 500 метров. Я увидел. Все в порядке, да? Да. Он летит уже. Ну, я потихо снижаюсь, из-за этого эта нагрузка на батарейке не идет сильно. Ну, вообще как новогодняя елка горит. Ты же рукой ловишь его. Итого, сколько минут пролетал? Он полетал где-то минут 15. 15 минут, Inspire 2 на холоде. И у нас на холоде замерзли ножки. А, не раскрылись? Не раскрылись. Ага. Вот так бывает. Должен быть, да. Вот остался. видите, бортовой номер на коптере. Вот так вот. Что там, помочь? Нет, нормально сейчас. Может, машину просто положить? Не, Нельзя? и не закроется. После того, как квадрокоптер, ну, вообще любое оборудование побывало на улице достаточно продолжительное время и набрало холод, нежелательно его заносить в теплое помещение с повышенной влажностью, то есть он сразу может покрыться конденсатом. Что делаем тогда? Сейчас попробую батарейку посвежее поставить. Друзья, ну в этом сюжете вы, во-первых, увидели кадры ледокола, который работает, несмотря на мороз. Сейчас на улице минус 32 градуса.
Ну, а также посмотрели, как работает техника на квадрокоптер. Сейчас все-таки ножки у нас не отогрелись, и вот в таком виде все-таки решили поместить квадрокоптер в салон машины. Но я бы не сказал, что здесь сильно влажно, как бы нормально. Да, нормально. В целом. Ну, а паром, видимо, пойдет, скорее всего, завтра, либо вообще поздно ночью. Неизвестно, для съемок будет слишком темно. Поэтому хотелось бы поблагодарить Николая Петров за... Всегда, когда выезжаем с Николаем, это всегда интересно, очень увлекательно. Ну и вам желаем всего самого наилучшего. Это был проект «Испытал на себе» на канале Якутия 24.